Россия предотвратила полный развал Грузии. Именно эту информацию сегодня пытаются донести до молодого поколения Абхазии. Давайте просто посмотрим на этот бред вместе. Время, хотя Россия тогда спасла Грузию от ее полного разрушения. Вы знаете о том, что там специальные силы высадились тогда в Поте, российские войска, ну и удержали Грузию от ее развала. И, честно говоря, я считаю, что нужно было тогда добить всю эту ситуацию до конца, и чтобы эта Грузия была полностью расчлена, потому что после этого она очень много беды принесла. Беды нашей Абхазии принесла, беды Южной Осетии принесла. Очень много ребят погибло у нас на границе, защищая наши рубежи, нашу государственную границу, в Кадорском ущелье, в Южной Осетии, понимаете? То есть Грузия никогда не отказывалась от решения вопроса военным путем. И если честно, я даже не представляю, что за комплексы испытывает данный человек, что он аж пытается переписать историю. Но давайте начнем по порядку. Начнем с Абхазии. Посмотрим, кто действительно кому помогал. И перейдем к высадке десанта, который спас Грузию от полного ее развала. В ходе грузино-абхазской войны 92-93 год Россия оказывала военную, политическую и материальную поддержку именно абхазской стороне. Также присутствовали добровольцы из Северного Кавказа. Действия России в конфликте развивались по следующим направлениям. Военная поддержка, российские регулярные войска и советники принимали участие в боевых действиях на стороне Абхазии. Абхазские формирования снабжались оружием и тяжелой техникой, а российская авиация осуществляла поддержку с воздуха. Давайте посмотрим, как российский десант в Поте пытался спасти Грузию от ее полного развала. Вопрос только в том, кто пытался ее развалить. Тот, кто и пытался же ее спасти. Смотрите, 8-9 августа 2008 год. Российская авиация наносила удары по Поте и его порту. 10 августа корабли российского Черноморского флота появились у побережья Поти. 11 августа российские войска вошли в район Поти. 12 российские подразделения заняли порт. Были уничтожены корабли военно-морских сил Грузии. В следующие дни российские силы оставались в городе и его окрестностях, а окончательный вывод войск из района Поти произошел в сентябре 2008 года по соглашению при посредничестве Европейского Союза. Так, каким образом здесь Россия спасла Грузию? В следующий момент этот же человек нам говорит о том, что якобы Грузия никогда не отказывалась от своих реваншистских движений. И опять же он нас обманывает. Смотрите, Михаил Саакашвили, 23 ноября 2010 выступает перед Европарламентом. Заявил, что Грузия никогда не применит силу для восстановления контроля над Абхазией и Южной Осетией. Следующий. Георгий Маргвелашвили, 2013-2018. Урегулирование только мирным путем. Георгий Квирикашвили, 2015-2018. Только мирным путем мы будем урегулировать данный конфликт. Мамука Бахтадзе, 2018-2019, говорит только мирным путем. Георгий Гахария, 2019-2021, также подчеркнул только мирное урегулирование. Ираклий Гарибашвили, 2021-2024, не допустить новой войны. Это главная цель. Ираклий Кабахидзе, 2024 год также заявляет, что целью является восстановление территориальной целостности только мирным путем, без какого-либо столкновения.